с микрофоном общаюсь, потому что такой же непрофессионал, как и все ребята, которые сегодня выйдут на сцену. Добрый вечер всем. Большое спасибо вам за то, что вы пришли сегодня поддержать нас, за то, что сегодня вы остались неравнодушными к такому мероприятию, который помог нашим ребятам впервые в своей жизни выйти из своих квартир, почувствовать себя красивыми, уверенными. Не судите строго, они все не профессионалы. Мало того, для них сегодня впервые исполнилась мечта. Может быть, даже та мечта, о которой они и даже не мыслили себе, выйти на сцену театра, перед зрительным залом сыграть. Это мечта многих. Сегодня эта мечта их исполнится. Поэтому спектакль, который называется «Если в сердце живет мечта», начинается. Валера называется. Ну, Оля, ты мне ведь обещала сегодня со мной побудить. Ну, Наталья, извини. Ну, пожалуйста, не обижайся. В другой раз обязательно побудем вместе. Ну, посмотри телевизор, может, друзьям позвонишь. Вот телефон, возьми. На. Лена, я уже побежала. В другой раз обязательно побудем вместе. А сейчас мне пора. Созвонимся, Мадусь. Пока. Оль, в следующий раз не дуйся, не обижайся. У всех жизнь ключом бьет, одна я. Мадонна, привет. Привет. Вот я и привезла, что обещала. Продукты, лекарства. Ты что грустишь-то? Да не будем о грустном. А все же. Катюш, Да. очень больно осознавать то, что никому я не нужна. И ни у кого времени на меня нет. Даже у собственной сестры. А конкретнее? Она мне несколько раз обещала, что в парк сведет, погуляем. Но тут, как всегда, дело нарисовала. А сейчас конкретно. Ты просто не хочешь со мной проситься. Мадонна, ну что за ерунда? Слушай, хочешь в парк, значит едем в парк. Все, ты готова? Правда? А как твои дела? Это все решаемо, Мадонна. Чем ты будешь заниматься? Самоед. Чем? Не пугайся, Кай. Просто мне надо подготовиться к стендапу. Для этого мне надо себя хорошо разработать. Мадонна, ты меня пугаешь. Самоедством, растрахонить. Я надеюсь, ты не станешь кидаться на людей, если останешься здесь одна. Катя, не переживай. Стать вампиром мне точно не грозит. Просто знаешь, когда я начинаю сама себя кушать, подколола, короче, таким образом у меня дельные мысли в голову приходят, и есть над чем работать. Короче, одним словом, я надеюсь, что что-то получится.
Ладно, хорошо. Можешь начинать драконить себя, а я побежала. Приду через час, как договорились. Пока. Хорошо, пока. Как тут хорошо и спокойно. Да, я не вижу, но представляю, как тут красиво. Была бы здесь почаще, но не получается. Мадонна, прости, ты забыла свой телефон, держи. Он у тебя звонит, подними трубку. Вот вы обронили. Спасибо большое. Пожалуйста. Меня Мадонна зовут, а вас как? Игорь, очень приятно. Мне тоже приятно. Вы здесь гуляете? Бывает. А как часто? Ну, почти каждый день я хожу через этот парк на тренировку. Я понимаю, вы спешите. Ну, можно еще немножко времени у вас занять? Да, конечно, я вас. Ну, если уж вы так сильно спешите, может, свой номер телефона дадите? Ну, хорошо, давайте. Вот, пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. Удачи. Ай, правильно. Так и должно быть. И давно можно было привыкнуть к этому. Да и номер телефона мне дал из жалости. Вот была бы я здорова, вся бы была по-другому, я уверена. Но, видно, не судьба. Вот бы с этой судьбой встретиться с глазу на глаз, я бы ей точно задала пару вопросов. Мадонна? Кать, ты не рановато? Нет, судя по всему, я очень даже вовремя. Я твоя судьба. Что? Какая еще судьба? Да, ты хотела видеть меня, и вот я здесь. Перестаньте, девочки, что за шум? Мне точно не смешно. Здесь никого нет, Мадонна, кроме тебя и меня. Ты, кажется, ты хотела задать мне вопрос. А действительно, кто? Я же сказала, я твоя судьба. Ха, а я берлинский летчик. И что? Благодарю, не хочу вас беспокоить. Не будь твое желание таким сильным, Мадонна, я бы не появилась. Зачем-то ты меня позвала? Чего же ты хочешь? Я? Чего я хочу? Я много чего хочу. Но, вероятнее всего, в твоем магазине это не продается. И все же, я могу сделать для тебя сюрприз. Послушай, Сюрма, ты не перепутала ничего? Вроде бы Новый год давно закончился, да и Дед Мороз умотал в свою Лапландию или куда там он еще. И как я подозреваю, да ты даже на Снегурочку-то не похож. Так, на Бабу-Ягу. Возможно, но ведь и Баба Яга в сказках далеко не всегда злой персонаж. Иногда и она помогает героям. Героям. Вот именно. Какая из меня героиня? Так что не хочу вас беспокоить. И все же, зачем ты меня позвала? Не будь твое желание таким сильным, я бы не появилась. Чего ты хочешь, Мадонна? Чего я хочу? Вроде бы судьба. Умная женщина должна быть, а задаешь такие глупые вопросы. Как все нормальные люди, я хочу быть счастливой. Ты понимаешь, я хочу быть просто счастливой. Да, действительно просто. Да неужели? Мадонна, ты удивительный человек. Ты сама не знаешь, сколько сил в тебе есть и на что ты способна. Но чтобы доказать тебе, что чудеса еще случаются, я могу исполнить... Дай догадаюсь. 3 желания.
конечно. думаешь, зови. Справлюсь. Но послушай, Судьба, ты мне задала вопрос. Что я хочу, у меня вопрос есть. Да, есть. Да, есть. Но прежде чем я тебе задам вопрос, посмотри на меня. Как я тебе? Нормально выгляжу? А? Ног нет. Зрения нет. Если ты судьба, за что мне такие подарки от тебя? И главное, чего еще мне ждать от тебя? Хороша же у меня судьба. Мадонна, я твоя судьба. Я такая, какая есть. Я уже давно это поняла. Так вот, надумаешь что-то, зови. Судьба, хорошо. Невероятно, вот это встреча. Кому расскажу, вообще не поверю. Ой, мне ведь Насте надо было набрать. Ой. Алло, Настя, привет. Настя, я тебе такое расскажу, послушай. Настя. Ну, послушай, что я тебе скажу. Такое произошло. Мадон, все, видим, когда увидимся вечером в 5 часов. Хорошо. На Никитина. Хорошо, давай. Мадонна, я вернулась. Судьба? Судьба? Какая судьба? Я судьба? Тогда уж скорее свой рог, Мадонна. Почему? Потому что твое время истекло, и мы едем обратно. Ну да. Итак, Катюш, да, а ты можешь меня на Никитина вести? конечно смогу. Я целый день в твоем распоряжении. Ой, спасибо. Интересно, посмотрим, кто за лабораторию. Привет, ты к нам? Да. Когда проходил знакомиться я, а это мои друзья. Зарина. Привет. Алан. Привет. 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 Привет, меня зовут Суслав. Теперь, ребята, не надо быть слабым. Проходи, присаживайся. Итак, ребята, сегодня нас ждет удивительный вечер, на котором наши участники покажут свои удивительные способности. Славик, чем ты любишь заниматься? Я люблю читать стихи. Здорово, поэты и чтецы в нашем полку прибыло. Прочтешь нам что-нибудь? Я немножко знаю. Ничего. Осваивайся пока. А стихи прочтет нам кто? Ну вот Давид. Он прочтет нам стихотворение Залины Чергивой, посвящение моему другу.
Интересный друг. Скажу по секрету честно. Дружить с тобой мне интересно. Общаться интереснее вдвойне. Ты друг мой самый лучший на земле. Ты веселый, интересный, просто класс. Сколько общих интересов есть у нас. Наша дружба чиста и взаимна. Делюсь с тобой всем, что на душе. И ты мне нужен сильно. Мы встречаемся в сети, обсуждаем все на свете. Друг мой дорогой, говорим о космосе и разных странах, где еще мы не были с тобой. Скажу по секрету честно, дружить с тобой мне интересно, общаться интереснее вдвойне. Ты друг мой самый лучший на земле. Это очень здорово. А сейчас у нас танец мечты. А сейчас наша Нана, она споет на песню «Над рифмой летаем». Добрый вечер всем. В небесах
сейчас у нас танец мечты. Танцует наша Алина Мавзыкова и Мадонна Цицоева.
тут чудесно, мне понравилось. Нет, он говорил другое. Я, конечно, так не центую, но можно я прочитаю вам стих? Конечно, можно, Славик. Мы с удовольствием послушаем. Итак, на сцене Вячеслав Дигулов со своим стихотворением «Будь готов». Не бывает таких ярких пятен, основе которых нет темных тонов, но кому-то ты будешь всегда непонятен. Пожалуйста, будь готов. Не бывает таких идеальных пейзажей, порванных кротя листов, но кому-то ты будешь безумно важен. Пожалуйста, будь готов. А сейчас я приглашаю на сцену нашу Елену Шишкину. Она споет нам песню «Потерянный рай».
А теперь внесем нотку юмора в наш спектакль. Я приглашаю на сцену Мадонну Засоеву со своим стендапом. Хотите юмор? Я попробую. Ну как я вам? Может покрутиться, чтобы лучше меня разглядели? Нет, не буду этого делать. Наверное, вы все задумались. Что интересно, я вам скажу, что вам было приятно и удивились. Насчет этого я тоже постараюсь. Но хотя бы начну с того, что я женщина. И у меня такие же желания, потребности, мечты. Но так же, как и все женщины, у меня комплексы. И один из таких комплексов, который меня очень напрягает, я боюсь потолстеть. Потолстеть для женщины — это хуже смерти. И я уверена, меня женщины поддержат в зале. Я многое делала для того, чтобы поддерживать свою форму. Сидела на диетах, но мой образ жизни только и делает, что ставит мне палки в колеса. Я оставила это дело, не заморачивалась. Но и все-таки, друзья, я хочу с вами поделиться, все-таки я смогла победить этот комплекс. И сейчас я вам это расскажу. Нет, я ничего такого не делала специального, ничего не искала, ничего абсолютно. Оно меня само нашло. И знаете, это оно мне и помогло бороться с этим комплексом. Несколько лет назад я начала борьбу с чиновниками. Приходя во все инстанции, да, они мне слух ласкали, говорили то, что мне приятно, но я чувствовала, в их мозгу только одно и звучит. Инвалид, что она тут делает? Нет, чтоб сидеть дома, радоваться каждому дню в своей жизни. Она бегает туда-сюда, да еще нагло требует квартиру. Да, я ведь по закону мне полагается квартира на первом этаже. И вот по этому поводу начала с ними бороться. Что случилось? Да, настырная, настойчивая. И спустя время мне выдали квартиру. Внимание, друзья, на 5-м этаже в поселке Дачном. И что вы думаете? Того не подозревая, эти дяди, от которых зависело это, они ведь были по ту сторону баррикад. И не осознавая того, именно они мне оказались помощниками в борьбе с моим комплексом. Да. Знаете как? Один чиновник отправлял меня к другому. Один депутат отправлял к другому, а из кабинета в кабинет. И это длилось не так уж мало времени. И тут я задумалась, блин, если меня так легко отфутболивать, может, я не совсем-то и толстая? И вначале вот эта мысль закрылась мне в голову. И последующее время она утвердилась. Я убедилась в этом. А как? Пришло время пойти мне опять в учреждение, где мне должны были подписать одну подпись всего, говорящую о том, что я официально хозяйка этой квартиры. И что вы думаете? Мне тактично отказали, ссылаясь на то, что я инвалид, да еще колясочник. И они не имеют права выдавать такую квартиру на верхних этажах. И что вы думаете? Случилось 3 страшные вещи. Смешно, страшно и справедливо в кавычках. Они перепасовали, нашли другой вариант. Выдали мне квартиру. Опять внимание, друзья. На 5-м этаже, но в Кармадоне. И тут я задумалась, интересно. За 5 минут стать хозяйкой недвижимости? Кому-то расскажу, никто не поверит. А знаете, в чем дело? Я им просто надоела. И они не хотели меня уже видеть.
и отправили меня далеко и надолго. Типа я приеду, меня поднимут, да и вообще гарантии нету, что меня поднимут. И таким образом выдали билет в один конец. Но тут не отчаянный инвалид, незрячая, без ног, не опустила руки, опять заявила о себе. Какие-то манипуляции, какие-то нужные переговоры с нужными людьми. И я, друзья, в стадии ожидания. На получение квартиры уже в городе, в новостройках, за счет вот этой квартиры в Кармадоне. Но уже 3-й год затянулась эта стадия ожидания. Меня кормят завтраком. И что происходит, как вы думаете? Я опять на глазах начинаю толстеть. Вот. Я подумываю, а что, если опять о себе напомнить, закатав рукава и пройтись опять по нашим уважаемым чиновникам? Но знаете, что еще будет? Я уже не на своем коне буду. Я договорюсь с военными, они мне выделят БТР. И теперь я буду на БТР брать. Точно танки. И таким образом я опять заполучу тот гормон наслаждения и удовольствия, который мне так помогает бороться с моим комплексом. Очень трудная работа быть легкой, воздушной, красивой, нужной, но это того стоит. И еще такие люди, о которых ты не планируешь, и они тебе помогать не знают того. Какая мораль из того, что я вам сказала, друзья? Когда вам говорят, не копайте там, не рыпайтесь, мой совет, именно там и копайте, и действуйте, и обязательно вас будет ждать удача. Спасибо, друзья. А сейчас я снова хочу пригласить на сцену нашу Нану Тибилову при поддержке ансамбля «Империя». Она станцует нам, она споет песню Шопен. Thank you.
пригласить на сцену Елену Колмикову с песней «Обегнись». У нас выступят наши гости ансамбля «Акт Холон».
сейчас позвольте представить вам наш дуэт Эльвира Саламова и Эльвира Саламова споет песню на финском языке. Да, поднеси, пусти. Да пусти, Вам дует Эльвира Саламова гармоника и Алан Бухаев вокал.
шахтай Марию. Ей, ялсы бонфетом, махурахай, вадайды насарнығым. Ей, ялсы бонфетом, махурахай, вадайды насарнығым. Парнай басарайды, басарды иногда, мәні шақтай Марию. Эй, даусы бонфетом, махурахай, уадайды масарнығым. Эй, даусы бонфетом, махурахай, уадайды масарнығым. Кондозыку аурашу, ақтарны дауындаком, дыдама болить хашу чыргай, алманы домафаху. Эй, дыдама болить хашу чыргай, алманы домафаху. Парнай басарайма, басарды иногда, мәні шақтай Марию. Эй, дыдама болить хашу чыргай, алманы домафаху. Эй, дыдама болить хашу чыргай, алманы домафаху. А сейчас приветствуйте, пожалуйста, наше трио. Алан Пухарев, Елена Шишкина и Нацбилова. Песня «Конь».
А сейчас у нас снова ансамбль «Артхугон» «Астинский танец».
гость программы «Выставка работ со Светланой Изолиной». Сос, расскажи нам, пожалуйста, почему ты начал рисовать? Наверное, это произошло случайно. Менделеев во сне увидел свою таблицу химических элементов и сделал прорыв в химии. А мне приснилась красивая и красочная страна, далекая и загадочная. Я бы с удовольствием посетил ее, но не знал, где она находится. Тогда я решил ее нарисовать. Потом появился еще один рисунок и еще. И вы знаете, мне так понравилось путешествовать по странам своей фантазии. И вот с тех пор я и рисую. А как у меня получается, судить вам. Отлично, продолжим смотреть наши работы, пожалуйста. А мне интересно. Слушай, можно я приглашу на следующую встречу своих подруг? Я думаю, есть чему у вас поучиться. Мне тоже так кажется. И, кстати, не можно, а нужно. Ты знаешь, наши ребята так понимают, что вторым даже жить хочешь. Заседание, твори. Так что, дорогая моя, иди своих подружек прямо сейчас. Я с тобой абсолютно согласна. Все, я побежала. Да. Планов у меня очень. Знаете, я хочу их осуществить. Очень хочу осуществить. Но для этого мне нужно ходить. Мне нужно видеть. Да, я хочу ходить. Да, хочу. Я его исполню. Подожди себя, подожди. Когда дай мне еще немножко времени, я как раз точно еще немножко подумаю, я обязательно тебя позову. Хорошо, Мадонна. Как надумаешь, зови. Обязательно. Да, я скоро иду. Что? Что значит не прошел комиссию? Это врачи, они все напутали, этого не может быть. Я приеду, я раз... Алло! Алло! Игорь, это вы? Да, Мадонна, это ты. Здравствуй, да, это я. Что-то случилось? Случилось, Мадонна. Пожалуйста, оставь меня в покое, я сейчас не хочу разговаривать. Хорошо, понимаю. Но, Игорь, все будет хорошо. Не переживай. Да что ты понимаешь, Мадонна, что будет хорошо? Чтобы все было хорошо, должно случиться чудо, а чудес не бывает. Понимаешь, Мадонна, не бывает. Все, к чему я стремился, все, на что я тратил свою жизнь, все как под хвост. Что с тобой? Судьба! Судьба! Ты мне нужна! Судьба, где ты?
научилась в жизни, это нет смысла в этом. Лучше жить и наполнять свою жизнь смыслом. Надо ты мне чуточку в этом помоги. А сначала сделай так, чтобы Игоря взяли на соревнования. Ведь это так важно для него. Мадонна, ну разве это равноценно для тебя? Для меня это правильно. Хорошо, Мадонна, пусть будет так, как ты хочешь. Ну я же говорил, что это ошибка. Я знал, что так будет. Я приеду, разберемся, все хорошо. Хорошо. Представляешь, Мадонна, меня взяли в сборную. Еще несколько минут назад я говорил, что чудес не бывает, и вот оно, настоящее чудо. Мадонна, извини меня, я повел себя с тобой очень дурно. Игорь, я так рада. А уж я-то как рад. Слушай, Мадонна, может, я как-нибудь заглажу свой вину перед тобой? Погуляем по парку. Хочешь, я тебя как-нибудь покатаю? Да, конечно. А я еще лучше делаю. Помоги мне, пожалуйста. Да, конечно. Поставь тормоза на коляску на тормоза. Так? Да. Подними подножки. И дай мне, пожалуйста, свою руку. Мадонна! Я устала, я стою. Быть может, из другого века, где люди верят в силу доброты, где дух и сердце человека и помыслы его всегда чисты. Возможно, я оттуда, где нет боли, где люди помнят силу доброты, где нет никакие роли и принимают всех, какими есть. Возможно, я оттуда, где небо голубое, нет войны, где души ценят больше, чем монет, и людям снятся лишь цветные сны. Нет, мне этот мир не понять. Кругом борьба, куда ни посмотри. Пусть говорят, на солнце много пятен, но эти пятна сверху и внутри. Да, измениться к лучшему возможно, только надо очень захотеть и наверстать все то, чего ты не успел. Как хочу, чтобы жизнь была светлее, сверкали счастьем сердце и глаза, чтобы люди были чуточку добрее и научились верить в чудеса. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор
нашли время и в этот вечер провели ее с нами, поддержали, поняли нас. Потому что каждый, кто находится на этой сцене, каждой клеткой чувствовал вашу поддержку. Спасибо вам. Что я хочу сказать, дорогие друзья? Пусть в жизни бывают даже трудные моменты. Пусть, но все равно не забывайте, надейтесь на хорошее. Верьте, что эта надежда сбудется. И любите, будьте любимы. Никогда не опускайте руки, как бы трудно ни было в жизни. И обязательно, друзья, обязательно у вас в жизни будут происходить чудеса, чего всем вам желаю. Спасибо всем, кто нас поддержал. Настолько замечательных друзей. Всем хочется назвать. И Оксана, и руководитель. Всем огромное спасибо. Большое спасибо всем, которые все это время нас поддерживали. Столько добрых, отзывчивых людей, добрым словом, поддержкой, какими-то наставлениями. Просто вот ребята есть, которые просто пришли и сказали: мы сделаем, мы все поможем. Знаете как, если вы видите вокруг себя людей, которые хотят жить, помогите им с этим. Пусть приходят, мы готовы со всеми. И еще раз пригласим вас уже на профессиональный концерт. Еще, извините, просто наш режиссер Виктория Букоева. Режиссер, извините. Браво режиссеру! Спасибо большое! Спасибо. Оно свершилось. Да, как могли. Ребята, на поклон все дружно. Все на поклон, ребята. Точно подойдите.
очень важного человека, наверное, бы не было такого представления. Это наш покровитель, наша помощница, наша хороший большой друг. Это наш режиссер Виктория Эдисовна. Большое вам спасибо.